Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы, наверное, с многими из вас не в первый раз встретились. Наверняка про дело Мадумарова знаете и, возможно, знаете некоторые вещи лучше, чем мы. Мы знаем, что периодически проводились журналистские расследования, связанные с данным земельным участком. Но все-таки надеемся, что сегодня мы вам дадим еще и дополнительную новую информацию. Как вы, наверное, знаете, уголовное дело Мадумарова сейчас состоит из двух больших блоков. Один блок – это уголовное дело, возбужденное в 2019 году Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и переданное в августе 2023 года в ГСУ МВД группе следователей. Это уголовное дело касается всем, абсолютно всем, наверное, присутствующим в зале, известного протокола рабочей встречи за 3 марта 2009 года. Хотелось бы сразу сделать акцент на том, что мы, адвокаты, вот уже, наверное, 1,5 месяца в самом уголовном деле, и до этого общались с нашим подзащитным, и знаем прекрасно, что это за протокол, и у нас вызвало на самом деле громадное недоумение, почему по этому делу предъявили обвинение. Дело в том, что данный протокол рабочей встречи не был зарегистрирован в Министерстве юстиции, не был ратифицирован как международный документ и, соответственно, не является ни основанием для последующих документов, ни основанием для подписания каких-либо договоров аренды. Наверняка каждый из вас читал этот протокол, пытался понять, что в этом протоколе такого преступного. И, наверное, заметили, что там идет отсылка на соглашение между странами за 2008 год. Вот эта отсылка, она говорит о том, что имеется постановление соглашения за 2008 год. И реализовывать это постановление начали не данным протоколом, подписанным Мадумаровым, а протоколом, который был подписан в городе Ош в декабре 2009 года от лица Кыргызской Республики господином Сулаймановым. То есть протокол, который был подписан Мадумаровым, вообще никакого юридического значения не имел и последствий тоже не имел, потому что по нему, как я уже выше сказала, договоров аренды не заключалось. И для нас, вот, для всех удивление, как вообще спустя столько лет следствие в ГСУ смогло усмотреть, что виновен в этом деле, да еще и по статье «Государственная измена», именно господин Мадумаров. Что касается второго уголовного дела, наверняка вы в прессе тоже освещали и обсуждали данные вопросы. Мы узнали, что, оказывается, в мае месяце 2023 года в ГСУ МВД, это, наверное, самый легкий орган, куда можно прийти любому гражданину, обращается некий гражданин, который был в дальнейшем зарегистрирован в списке на выборы от партии «Бетон Кыргызстан» за 2015 год под номером 54. И этот господин пишет о том, что, оказывается, ему предложили в партии оплатить $50 000 за то, чтобы гарантированно получить свои 5000 голосов и получить мандат депутата Жигурку Кенеш. Хотелось бы отметить, что этот господин является юристом. Вот насколько он юридически грамотен, у нас очень большие сомнения, потому что в 2015 году голосование шло не поименно, голосование шло за партию. И господин, который находился в списке на 54-м месте, никаким образом не мог получить свое, даже при голосовании за него персонально 50 000 человек, не мог бы получить свое место в Жигурку Кенеше. Вот. Этот господин в доказательство своей правоты приложил к материалам уголовного дела ксерокопию квитанции от другого совершенно человека, то есть другой человек оказывает оплату в партию «Бетон Кыргызстан»,
этой суммы 50 тысяч долларов в августе 2015 года. К господину под номером 54 эта квитанция не имела никакого юридического отношения. Тот господин, на чье имя выписана квитанция, к сожалению, ушел из жизни. И сведения о том, что и кто вносил, наверное, сейчас будет разбираться в суд, но в любом варианте на господина Мадумарова показаний не было. На него просто вот этот господин под номером 54 говорил о том, что, вы знаете, я просто 8 лет ждал, когда у Мадумарова проснется совесть, и он все-таки, так как я не прошел в депутаты, вернет мне мои деньги. А господин Мадумаров знал о том, что вы дали такие деньги? Я не знаю, знал он или не знал, но, наверное, как лидер партии он должен был знать, и поэтому я все-таки считаю, что он должен был вернуть. И вот 30 июня 2023 года ГСУ МВД возбуждает уголовное дело, а в сентябре, 23 сентября, устраивает точную ставку между данным гражданином и Мадумаровым, где выясняется, что все-таки Мадумаров ни при передаче денег, ни при разговоре, ни при обещании голосов не присутствовал и не участвовал. И через 2 дня после этого Мадумарову предъявляется обвинение. На тот момент уголовное дело не было засекречено, но следствие отказалось выдавать любые документы из этого дела. И после того, как Мадумарова ознакомились с постановлением о предъявлении обвинения, следователь сказал, что объединяет эти дела в одно производство, присваивает им гриф «секретно» обоим, поэтому никаких бумаг он по этому делу не даст. Наверное, дальше блок информации предоставит моя коллега Жукова и потом коллега Туманов. А дальше уже ответами на вопросы мы постараемся прояснить ситуацию. Вот сейчас Богданова как бы рассказала, описала всю ту ситуацию, которая происходит в отношении Мадумарова. Мне бы хотелось рассказать, какие допускаются не то чтобы нарушения, как нас вообще не допускают к этому делу. Так как следователь засекретил полностью все это дело, при вступлении в данное производство для защиты Мадумарова мы подали ходатайство о вступлении в это дело для защиты Мадумаровой, чтобы нам выдали процессуальные документы, те, которые именно необходимы для работы адвоката. О том, чтобы говорить, чтобы нам выдали процессуальные документы, я даже не буду об этом говорить, нас даже не допустили к участию в этом деле. Просто следователь сослался на уведомление, вот у нас мы пишем ходатайство, пишем жалобы, и у нас одна единственная отписка, вот такого вот примерно плана, вот такой вот текст, что во всех ходатайствах мы вам отказываем, потому что дело засекречено, и более вы никакой информации не получите. Все, что мы от следователя могли узнать. Более того, почему он засекретил это дело, нам тоже неизвестно. Мы также подали ходатайство о снятии грифа секретности 26 сентября. Не получив ответа, мы обратились в Первомайский районный суд. Вот сегодня мы как раз из суда приехали, где судья нам также отказал в удовлетворении нашей жалобы по действию следователя в засекречивании, сославшись на то, что действительно следователь правильно все сделал и засекретил не только первый эпизод, который якобы думает, что там госсекреты какие-то находятся, но и тот эпизод, который касается мошенничества. Для нас вообще удивительно этот момент, почему следователь засекретил второй эпизод и почему целое ГСУ, целого Министерства внутренних дел занимается этим мошенничеством. Ну, наверное, более нет таких как бы дел, которыми могли бы заниматься наши госорганы. Также хотелось бы сказать, что очень печально, что в отношении лидера парламентской фракции Джугурку Кенеша были допущены такие варварские, незаконные, ну практически можно даже сказать зверские методы и задержания, и ведения следствия. И все, чтобы мы не обжаловали в суде все действия, бездействия, незаконности следователя, следственные судьи, к сожалению, эти их действия поддерживают и нам постоянно отказывают в удовлетворении жалоб. Как мы можем тогда говорить, что у нас вообще Кыргызстан это демократическое правовое государство? Кто тогда в этом государстве прав, если в отношении таких политиков допускаются такие методы? Что тогда говорить вообще о простом народе?
Также мы хотели бы заметить то, что в Конституции в 24 статье гласит, что государство обеспечивает всем лицам защиту прав и свобод. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку политических или иных убеждений. А что в данном случае мы видим? Оказывается, в нашем государстве вообще нельзя никакие свои убеждения высказывать. Даже думать о них запрещено, иначе ты в конце концов попадешь в те места, где у нас большая часть политиков содержится. Мы считаем, что все следствие на протяжении всего следствия велось исключительно с обвинительной стороны, незаконно, необоснованно, никакие доводы ни обвиняемого, ни нас, адвокатов, следствием не слышит и слышать не хочет, потому что у них есть задача это дело довести до суда. Более того, сегодня мы узнали, что дело поступило в Первомайский суд, его уже распределили, но дата еще не назначена, поэтому мы будем теперь все усилия свои прилагать для защиты господина Мадумарова в суде Первомайского района. Я, наверное, два слова еще добавлю. Вот это дело настолько секретное, что господин Мадумаров не имеет права знать, в чем его обвинили, потому что ему не вручили обвинительный акт. Следствие составило акт о том, что он якобы отказался от подписания расписки о получении госакта, и, соответственно, обвинительный акт ему не был вручен. То есть мы, защита, к сегодняшнему моменту не знаем, какие доказательства виновности следствия привело в этом обвинительном акте, и какие доказательства его невиновности также привело в этом акте. Они по закону обязаны были это сделать. Все вы, наверное, знаете, что при передаче дела в суд передача обвинительного акта происходит в обязательном порядке. В данном случае его просто устранили от получения данного документа. Да, и вот сюда я тоже добавлю, как раз к твоим словам, Юль, что устранили Мадумарова от получения обвинительного акта. Более того, следователь даже нас, адвокатов, не пригласил для того, чтобы вручить обвинительный акт. И теперь нам приходится только верить опять голословным заявлениям следствия, что якобы Мадумаров сам отказался от подписания. А вообще, была ли вообще эта ситуация, чтобы ему вообще хотели вручить обвинительный акт? Никаких свидетелей, нас, адвокатов, там не было. Сейчас следствие может вообще все что угодно говорить. Но как результат, дело находится в суде. В ближайшее время мы подадим заявление на ознакомление с материалами уголовного дела. Надеюсь, суд больше пойдет нам навстречу и все-таки выдаст или хотя бы составит нам досье, как того требуют нормы Уголовно-процессуального кодекса, когда дело расследуется в засекреченном виде. Для адвокатов формируется отдельное досье, оно отдельно направляется в суд, и адвокаты спокойно, без ограничения времени, могут сидеть и ознакомливаться с этими документами. Надеюсь, что суд у нас более соблюдает нормы Уголовного процессуального кодекса.